Школьники, студенты и уже ветераны поискового движения единым фронтом на защите исторической памяти. Их миссия государственной важности, но для каждого это и личный долг. 2 прадеда у меня воевало, и оба не найдены, оба пропали без вести. Надеюсь, что когда-нибудь найду. Мой дедушка Шашев Егор Ильич, он пропал в 43-м году. Вот. Но память о нем никогда не умрет. Вот. Слава воинам-освободителям, слава нашим отцам и дедам, которые спасли нашу Родину от фашизма. Нас радует ветеранов войны, что вот у молодежи такая активная жизненная позиция. Потом брат его ездил всегда после войны. Нас радует. Они не пишут историю, они ее продолжают. В Коми 12 действующих отрядов, и каждый год разное число желающих поехать в экспедицию. Например, в прошлом это более 150 человек. О движении мало знают, считают организаторы, и планируют больше рассказывать в школах и вузах о всероссийской вахте памяти. Впервые в Коми проходит школа юного поисковика. 5-дневная смена в лагере «Гренада» для 7 десятков учащихся из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Прилузского и Сыктывдинского районов. Ребята глубже познакомятся с историей Великой Отечественной и поискового движения, узнают теорию и методику поиска, научатся работать с базами данных. У нас проходит перед вахтой памяти так называемый инструктивный лагерь-семинар. То есть мы собираем новичков и рассказываем им о том, что им предстоит делать, знакомим с техникой безопасности, с оказанием первой медицинской помощи. То есть целый комплекс лекций и практических занятий, который им пригодится в лесу. Вот. А школа поисковика – это уже такая более широкая, скажем так, программа, где можно будет ребятам просто с этим познакомиться, уже потом понять, пойдут они в эту сферу или не пойдут. Сейчас наши студенты помогают новгородским поисковикам выверять паспорта захоронений. Изучение документов, сбор воспоминаний, поиск родственников. Работа не прекращается. В Коми создан виртуальный центр архивного поиска. Энтузиасты помогают всем желающим найти хоть какую-то информацию о пропавших. За 6 лет российским движением найдено более 120 тысяч воинов. Установлены 6 тысяч имен и судеб защитников Отечества, в том числе с помощью и нашего поискового братства. Привезено и захоронено 18 наших земляков в разных районах республики. На территории Сыктывкара на городском кладбище есть мемориальный комплекс, где захоронено 7 наших уроженцев Сыктывкара. Один из них был захоронен 22 июня 2018 года с торжественными почестями при участии военкомата и правительства Республики Коми, а остальные развезены по своим местам рождения. В год 75-летия Победы поисковые работы пройдут в 37 субъектах страны. Это более 2500 экспедиций. Год памяти и славы – это и начало новых проектов. Без срока давности посвящен сохранению памяти уже о мирных людях, пострадавших от рук нацистских преступников. Что такое геноцид, Холокост в отношении нашего народа? От чего нас защитили прадеды? Об этом поможет узнать проект. В этом смысле не могу не сказать о важности поправки к Конституции, которая сейчас обсуждается рабочей группой. Завтра состоится заседание в Госдуме очередное. Я как член рабочей группы принимала участие в этом. Поправка, которая касается защиты памяти защитников Отечества. То, что эта часть войдет в Конституцию, вот для нас, для поискового сообщества, очень важно, потому что любое теперь нарушение этой памяти, вот то, что мы иногда встречаем, там хозяйственные застройки на полях сражений, мусорка на месте боев, несанкционированная, все теперь это будет не просто нарушение закона, это будет нарушение основного закона нашей страны, Конституции. Участники из Коми заступают на вахту памяти традиционно в 2 пострадавших от войны регионах – Новгородской и Смоленской области. Этот год не станет исключением. Экспедиции начнутся уже в апреле. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрган.